В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о предстоящих выборах президента России. И у нас сегодня в гостях председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Омар Байханов. Омар Маршвол, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Резхов Эдуард. У нас такой вопрос, в первую очередь, это вот как сегодня в нашей республике проходит подготовка к выборам президента России? Подготовка к выборам президента Российской Федерации на территории Чеченской Республики идет активным способом, активным образом, можно сказать. С начала кампании, со дня публикации решения о назначении выборов с 7 декабря избирательная комиссия приступила к информированию избирателей о предстоящих выборах. Мы все свидетели, как на улицах наших городов, сел развешаны баннеры, билборды и информативного характера материалы. Это есть первостепенная задача избирательных комиссий довести до избирателей, что идет избирательная кампания. Я думаю, что с этим мы справляемся, что в республике у нас не осталось ни одного избирателя, который имеет право участвовать в выборах, в том, что идет избирательная кампания на выборах президента Российской Федерации. И еще мы, еще задолго до начала избирательной кампании, в рамках подготовки этим выборам президента в марте 2024 года, избирательная кампания начала провести обучающие семинары с территориальными комиссиями, с участковыми комиссиями, практически обхватывая весь состав территориальных участковых комиссий. При этом пользуясь современными возможностями, в частности, это дистанционный формат обучения. И сейчас также мы продолжаем подготовку к выборам, реализуя мероприятия в соответствии с календарным планом ЦИК России. А вот чем все-таки будут предстоящие выборы отличаться от тех, что уже были? Каждые выборы — это что-то новое, это новая политическая обстановка в мире, а не только в стране. Потому что выборы президента России, они важны не только в самой России, но и за пределами далеко России. А сейчас мы знаем, какая политическая обстановка в целом мире, так вокруг России, в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине. Эти выборы, они особо важны и особо отличаются тем, что они проводятся именно в период проведения СВО. Поэтому сегодня мы знаем, какая политическая обстановка в мире и как вокруг России сжимается кольцо врагов. Но, тем не менее, это нам не мешает для того, чтобы провести свои выборы, свои политические мероприятия. Важна значимость этих выборов. Просто я до сих пор в современной России не видел таких актуальных и важных выборов, как президента России в марте 2024 года. Они отличаются тем, что внедряются новые технологии, не говоря о политической обстановке, еще внедряются новые технологии современные, пользуются со всеми возможностями, в том числе предоставляя избирателям право голосовать дистанционным электронным способом на портале госуслуг. Также реализуются разные мероприятия. Еще единый день голосования 2023 года ЦИК России был реализован пилотный проект Inform УИК называется. Это информирование избирателей, адресно оповещая его о месте, времени и дне голосования, а также о формах голосования. И этот проект себя показал с позитивной стороны, поэтому принято решение на этих выборах президента полностью по всей стране реализовать проект Inform УИК. Это представляет собой, что в каждой участковой комиссии определенные члены займутся обходом по дворовым, по квартирным обходам, будут
оповещать избирателей о предстоящих выборах, также будут ознакомить их с кандидатами, сведения о кандидатах, а также возможности голосовать вне помещений и в помещении для голосования, и другие более ценные, важные сведения для избирателя. То есть всевозможные условия для избирателей. Все возможные условия, и все они будут предоставлены нашим избирателям, как по всей стране, так и по Чеченской Республике тоже. Как много избирательных участков вообще в республике было? Хочу добавить к предыдущему вопросу, для тех избирателей маломобильных, и инвалидов, и постельных больных, им будет предоставлена возможность реализации своего избирательного права путем голосования вне помещения. То есть члены участковой комиссии дни голосования 15, 16, 17 марта с переносным ящиком придут к тому избирателю и дадут ему голосовать. А по поводу участков на территории образованных, постоянно действующих, 510 постоянно действующих образованных избирательных участков на территории Чеченской Республики, и плюс на период выборов образовано еще 11 временных участков. Это на территориях воинских частей, один в СИЗО города Грозный и еще несколько участков на территориях медицинских учреждений, больниц. Вы как председатель избирательной комиссии Чеченской Республики, вот, допустим, элементарно взять, есть такие люди, которые не всегда хотят, не всегда идут на выборы. Вот лично вы свою семью как-то агитировали идти на выборы? Я, конечно, прежде чем призывать других к участию в голосовании, человек должен начать с себя. Я, конечно, каждый раз начинаю с своей семьи, с братьев, сестер. Все они приходят на участки и голосуют. Какие-то ограничения будут? Кто имеет право голосовать? Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраст 18 лет, на последний день голосования, он имеет право участвовать в голосовании, независимо, где он находится, по месту жительства или по месту нахождения. Ему должны быть предоставлены равные права со всеми избирателями. Гражданин, достигший возраста 18 лет, он будет голосовать впервые. Возрастного ценза, как мы знаем, в избирательном праве нет. Все преклонные пожилого возраста, все примут участие. И на территории Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрированных избирателей составляет более 803 тысяч. Есть ли какой-то месседж, с которым вы хотели бы обратиться к нашим зрителям? Для тех избирателей, которые будут в день голосования находиться вне места своего жительства, если простым языком сказать, по месту своей регистрации, по паспорту, для них представляется возможность голосования по мобильному избирателю, по механизму мобильному избирателю. То есть они должны подать заявление для того, чтобы принять участие в голосовании. Именно на том избирательном участке, где они будут находиться в день голосования. Если житель Чеченской Республики будет находиться в дни голосования, к примеру, в Ростове, я привожу пример, без разницы, Ростов или где-нибудь в другом населенном пункте, то он должен воспользоваться механизмом мобильного избирателя, подать заявление через госуслуги, через МФЦ, через любую ТИК или участковую избирательную комиссию. Период подачи заявления начинается с 29 января и продолжается по 6 марта. То есть этот период человек должен знать, где он будет находиться. И для того, чтобы реализовать свое конституционное право, должен подать заявление. С чем мы и наших всех дорогих избирателей призываем, чтобы они воспользовались
Правом голосовать. Да, правом. Омар, Дересхал, большое спасибо за то, что нашли время к нам прийти сегодня, рассказать нашим зрителям о предстоящем большом событии в нашей стране, о выборах президента Российской Федерации. Дерез Масанах Эдуард Барков Шуна. Это была программа «Актуальное интервью». С нами в гостях был председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Омар Байханов.